Словно волшебнику радужной сказки, Бог дал художнику кисти и краски, чудо-палитру, мольберт и холстину, чтоб сотворил он такую картину, где будут горы, восход и закаты, синее море и злые пираты, желтый песок, белоснежные льдины, все, что в душе, то на этой картине. В это творение вложил он всю душу, сердце свое беспокойное слушал. Глянул Всевышний, слегка удивился, на полотне целый мир уместился. Уважаемые читатели, предлагаем вам аудиоэкскурсию по выставке картин, которую мы назвали «Летние фантазии уфимских художников». Вы спросите, почему такое название? Во-первых, время ее экспозиции в Башкирской республиканской специальной библиотеке пришлось на летние месяцы. Ну, а во-вторых, фантазия – неотъемлемое качество любого художника. 21 августа в нашей библиотеке состоялась презентация выставки двух уфимских художников – Юлии Куклиной и Александра Ванзина. Псевдоним Аластер Маквизард. Художники являются участниками многочисленных выставок, в том числе персональных, в России и за рубежом. Входят в Творческий союз художников России, Международной федерации художников ЮНЕСКО. Давайте познакомимся с ними поближе. Слово Александру Ванзину. Уважаемые друзья, коллеги и читатели библиотеки, меня зовут Александр Ванзин, я занимаюсь творчеством, увлечен живописью. В здании библиотеки организована выставка картин творческой группы художников под названием «Башкирский мед», в которую вошли Юлия Павловна Куклина, Чистякова Светлана Леонидовна, в том числе и я. На выставке представлено около 100 работ разных жанров, которые исполнены в разных техниках. Художник Александр Ванзин не любит говорить о себе. Он родился в 1961 году в Уфе. Детство его прошло в семье художников, занимающихся активной творческой деятельностью. Учился в мастерских заслуженных художников Башкортостана Нурмухаметова, Домашникова, Саитова. Учился в Краснодарском училище живописи. Основное направление живописных работ – традиции русской академической школы. Жанр портрета, пейзажа, натюрморта. Последнее время – создание тематических композиций. Ну, а теперь знакомимся с Юлией Куклиной. Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Юлия Куклина. Я очень рада сегодня представить вам мою выставку, которая называется «Летние фантазии», что и соответствует времени, когда художники выезжают на пленэр на этюды. Немного о себе. Училась и закончила я БГПУ, худграф. Во время учебы я активно участвовала в молодежных выставках, писала творческие работы, посещала творческие мастерские известных художников. После окончания института продолжаю работать, писать картины и участвую в республиканских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных выставках. На сегодняшний день я являюсь членом Творческого союза художников Международной федерации художников с 2009 года, а также с 2015 года член Международного художественного фонда Московского объединения художников. Я работаю в основном в жанре классицизм, а также импрессионизм. Использую в технике масло, акварель, пастель и акрил. Юлия Куклина родом из Краснодарского края. Закончила Ейскую художественную школу. В 1993 году поступила в Уфимское педагогическое училище номер 2, а затем на художественно-графический факультет Педагогического университета имени Акмуллы. Несколько лет занималась преподаванием изобразительного искусства в уфимских школах, увлекалась графическим дизайном и дизайном интерьера. На нашей выставке представлено более 70 различных полотен, как на холсте, так и на бумаге и на картоне, которые причудливо раскрывают основные темы творчества товарищей по кисти и мольберту группы «Башкирский мед».
Здесь и портреты, и натюрморты, и пейзажи, и копии известных картин других авторов. Через эти полотна передается буря эмоций, которая охватила художников и вдохновила их на написание работ. Нет сомнений, что вы окунетесь в мир фантазий, в мир, который авторы видят по-своему. Лето – благодатная пора для мастеров и любителей живописи. Много времени, воздуха, солнца. Прекрасные условия для выхода на пленэр. Художникам одинаково подвластны краски и свет летнего утра и жаркого полудня, вечера и даже звездной ночи. Юлия Куклина представляет свою часть экспозиции. На данной выставке представлено 35 работ. Работы разных лет, поэтому тематика у работ разная. Также многие мои работы находятся за рубежом и в частных коллекциях. Я много ездила, путешествовала, жила во многих странах, в том числе ЮАР, и большинство работ было оставлено там. Из того, что находится здесь, хочу заострить внимание на серии работ «Воспоминания о весне», которую я начала составлять еще студенткой с 1997 года. Эти работы выполнены в акварели, я использовала мягкие пастельные тона, работала широкой кистью. Ощущение от работ весеннее, легкое, работы очень воздушные. Следующей серии работ я хочу отметить как цветочная. Я очень люблю цветы сами по себе в природе и стараюсь показать всю их красоту на своих холстах. Мои любимые цветы – сирень, так как если найдешь пятилисточный цветок сирени, то нужно загадать желание, и оно непременно сбудется. Сирень приносит всегда радость, так как своим цветением приносит лето. Последняя моя работа в этом году называется «Старая Уфа». Мастера живописи не ограничивают себя детскими воспоминаниями о голубом небе и желтом солнце. Палитра летних красок богата и разнообразна, как и летняя погода. Художники используют массу необычных техник, которые помогают изобразить растения и ландшафты в деталях, передать необычное сочетание света и тени, достичь необычных колористических решений. Поэтому в соревновании с современной фототехникой художники всегда побеждают своей живой энергетикой и сердечным теплом, которое они передают зрителям. Полет фантазии в русле реалистической школы живописи, выражение своих чувств и эмоций с помощью реальных форм, восхищение красотой Богом созданного мира. Так можно охарактеризовать картины Александра Ванзина, представленные в нашей экспозиции. Несмотря на то, что половину работ на выставке принадлежат ему, Александр из скромности не стал говорить о своем творчестве. Его коротко представляет Юлия Куклина. Вместе со мной на этой выставке художник Александр Ванзин, творческий его псевдоним Аластер Маквизард. У Александра Ванзина очень много интересных работ, которые он пишет уже много лет. Также в этой коллекции представлена одна из его наиболее интереснейших работ «Зеленая обезьяна». Художники передают зрителю всю полноту чувств, переполняющих их, от восприятия удивительной природы, вкладывая в произведение свое мировоззрение, настроение и любовь. Реальность и вымысел могут тесно переплетаться, и тогда появляются очень интересные картины. Впечатляет здесь буйство красок, причудливость композиции, разнообразие образов и тем. 21 августа состоялась презентация выставки. Выступления художников и их коллег перемежались с музыкальными номерами, которые добавили новые краски в восприятие экспозиции зрителями. Вас ожидают незабываемые переживания, которые подарят представленные произведения. Все работы являются прекрасным примером игры человеческого воображения, которому нет границ. Уважаемые читатели, желаем вам получить приятные эстетические впечатления от знакомства с творчеством уфимских художников Александра Ванзина
Считаю, что выставка замечательная и приглашаю всех посмотреть картины. С уважением, Александр Ванзин. И Юлии Куклиной. Пожалуйста, приходите, и вы сами увидите собственными глазами. А мы, в свою очередь, желаем художникам дальнейшего творчества, новых работ и экспозиций, и заканчиваем виртуальное путешествие строчками Булата Акуджавы. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется. Что гадать нам, удалось, не удалось? Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте. Я потом, что непонятно, объясню. Конец аудиоэкскурсии. Запись произведена в студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Звукооператор Бессольцев. Автор текста и экскурсовод